Вчера прямо на борту самолета чувствует себя хорошо, и уже на следующей неделе их мама планирует вернуться домой в Зырянку. Все подробности этой замечательной истории выяснял Виталий Абрамов. Сейчас счастливая мама с дочерьми находится в городском роддоме. Их здоровью ничего не грозит. Вес первой малышки 2300, а второй 2200. Со слов врачей, это нормальный вес для близнецов. Состояние стабильное, удовлетворительное, дети активные, мамочку уже в груди приложены. И всю ночь я наблюдала в боксе, в палатах интенсивной терапии. И вот под утро дали мамочки. И они вот уже находятся в палате МИД. То есть мать и дитя, совместное пребывание. Неожиданное, но радостное событие произошло на борту самолета Ан-26 полярных авиалиний, выполнявшего регулярный рейс по маршруту Зырянка-Якутск. Примерно на середине полета пассажирка Ирина Василькова сообщила о том, что у нее начались первые схватки. К счастью, ее сопровождала акушерка Елена Слепцова. У меня были небольшие боли в животе, низ живота у меня побаливал. Думали, что дотерпим до города Якутска, но давление, видать, в самолете подкачило, и пошли у меня схватки. Настоящее боевое крещение на этом рейсе прошла бортпроводница Кристина. Она непосредственно участвовала в процессе принятия родов, всячески поддерживала Ирину и помогала акушеру. Для подобных экстренных случаев на борту самолета имеется полностью оснащенный медицинский набор для оказания первой медицинской помощи. Работаю всего 3 месяца, и такое случилось. Я сама в шоке, конечно, я боялась, я не знаю. Я вообще счастлива была, что летела акушерка. Я бы не знаю, что я делала бы, если бы не было этого акушера. Постепенно схватки усиливались, и во время снижения самолета родилась первая девочка. Закричала первая сразу же, вторая не сразу, потому что нахваталась, видать, и чуть-чуть подкачали, и все нормально. Когда появились близняшки, все пассажиры и члены экипажа зааплодировали. На земле их уже ожидала скорая помощь. Счастливая мать пока не нарекла своих дочерей, но говорит, что вполне возможно назовет их в честь акушера и еще одной пассажирки, которая помогала ей при родах. Самочувствие у нас нормальное. У меня разрывов ничего нету. Дети набирают вес свой. Планируем улететь во вторник домой. Уже во вторник? Нет, это у нас 3-й род, получается. 3-й уже род, 3-й. Да? Ага. Ирина, тогда поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Каково рожать на земле и в самолете? Разница есть? Конечно. В больнице-то намного и кресло, и все удобно, а там в самолете эти кресла сломанные, там неудобно. Ноги облокотить не на что. И неудобно. Авиакомпания, на борту которой родились девочки, планирует подарить им сертификаты, действующие до их 18-летия, на право бесплатного проезда по маршруту Якутск-Зырянка-Якутск. По одному были случаи, а чтобы 2 в самолете, да еще, вы знаете, при таком элементе, как воздушного перелета, как посадка, когда уже совершенно другие давления и так далее, здесь тоже такой момент неудобно было этой девушке, но ведь и девушка оказалась такая, может быть, еще и здоровая, такая мужественно переносила эти роды. Необходимо отметить, что это не первый случай в истории авиакомпании, когда экипажу приходится принимать у себя на борту роды. Первый раз на борту вертолета Ми-8, а второй раз на борту Ан-26. Также отдельного премирования удостоилась и храбрая стюардесса. Виталий Абрамов, Джур Березкин и Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.